Добрый вечер, уважаемый Михаил Ефимович, Михаил Викторович, Олег Валерьевич и уважаемые участники совещания. Разрешите зачитать доклад. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Хангаласац» ведет деятельность с декабря 2009 года. Кооператив ведет свою деятельность в 14 наследах Хангаласского улуса и имеет 17 производственных объектов. Это 8 маслодельных цехов, 5 молокоприемных пунктов, один завод в поселке Максарлов по переработке молока, цех по заготовке и переработке мяса, рыбы и дикорастущих растений в селе Ядяй. В этом году также открыли и запустили 2 цеха. Один цех в селе Булгуняхтах по переработке сельхозпродукции и дикорастущих растений, и один сырный цех в селе Красный Ручей с мощностью 2 тонны. Так, ассортимент производимой продукции имеет 11 видов. Это молочные продукции, мясные полуфабрикаты, рыбные полуфабрикаты и прочие продукты, и продукты из дикорастущих растений. Это лук зеленый, соленый, чебуреки и квашеная капуста. В 2020 году, в этом году в селе Красный Ручей запустился цех по производству сыра с производительной мощностью 2 тонны за смену. И за сезон произведено 5 тонн сыра по технологии качоты. Также разработана новая линейка продукции под названием «Аюч». Это напитки на основе творожной сыворотки с наполнителями из брусники местной и голубики, а также черной смородины. Так, и в 2018 году разработана новая торговая марка под названием «Окси», под которой выпускается линейка продукции кооператива. Продукцию знают, и она пользуется спросом не только в Улусе. Продукцию поставляют в магазинах нашего родного района, а также в ближайшие Улусы, в частности в город Якутск, а также в город Нерюнгри. В 2019 году наш кооператив принял участие в Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень» и награждена золотой медалью за соленый полевой лук, а также бронзовой медалью за маринованные огурцы. План кооператива на ближайший год является модернизация производственных объектов, увеличение ассортимента продукции из овощей и дикорастущих растений. Основным приоритетом деятельности кооператива в 5-8 лет является это увеличение объемов производства молочной продукции, улучшение бытовой политики, запуск новых цехов по переработке сельхозпродукции, молока, мяса и овощей, а также дикорастущих растений. Основным приоритетом в ближайшие годы является строительство и запуск цеха по производству сыра на долине Артяне. Цель проекта является увеличение производственных мощностей, объемов производства выпускаемой продукции. Сроки реализации проекта 2021 год с мая по сентябрь. Реализация данного проекта является весьма актуальной не только для его инициаторов и инвесторов, но и для населения Хангаласского улуса, так как реализация проекта сопряжена со следующими факторами. Это создание новых рабочих мест, привлечение реальных инвестиций в экономику района, рост налоговых поступлений в местный и республиканский бюджет, изменение структуры выпускаемой продукции в пользу более товароемких и рентабельных видов продукции. Задачами является данного проекта это строительство цеха в селе Улахан Жерского наследия и хангаласскому хозяйственному способу, приобретение и монтаж производственного оборудования. Стоимость оборудования будет являться 15 миллионов рублей. Также задачами является это найм производственного персонала, 5 основных рабочих мест. Производственная мощность цеха будет составлять 3 тонны молока за смену. Объем выпускаемой продукции за сезон готовой продукции 10 тонн. Это сыра. Вторым основным проектом является создание скотоводческого предприятия молочного направления. Цель проекта – создание
собственной сырьевой базы путем освоения современных технологий производства сельскохозяйственной продукции и содержания животных. Сроки реализации проекта 2021 по 2023 года. Актуальностью данного проекта является независимость от поставщиков сырья, увеличение уровня объемов сырого молока. Основными задачами для реализации проекта являются строительство животноводческой базы на 100 дойных коров, приобретение нетелей холмогорской породы из других регионов Российской Федерации, приобретение техники и оборудования, найм персонала, примерно 15 рабочих мест. Спасибо за внимание. Спасибо, Валентин Иванович. Вы в каком наследии собираетесь животноводческий комплекс построить? Животноводческий комплекс пока идет на долине Артяне. Это, в приоритете, наверное, будет тоже Ижевский наследие, либо Актемский. Ну, я так понимаю, у вас сырный цех в Ижевском наследии планируется? Да, в Ижевском наследии. Ну, значит, все же должно быть в комплексе. База должна быть вместе, рядом. Да, Или там земель не хватает? Сейчас тут идут у нас переговоры с администрациями наследников. И вот уже в конце года мы должны поставить уже точку.